Воскресенье, 21:30 на канале БСТ. Время подводить итоги недели. Сделаем это вместе. Добрый вечер. Я Альбина Хайруллина. И вот ключевые темы выпуска. Заполняется электронная карточка вызова, и там сохраняется информация, какая помощь была оказана. Мобильные скорые, лучевая терапия в формате 7D, передвижные ФАПы. Мы будем строить ФАПы, мы будем строить поликлиники, мы будем строить суперсовременные медицинские центры. Министр здравоохранения России Вероника Скворцова поставила диагноз медицине Башкирии. Республика Башкортостан является всегда одной из первых из всех регионов для включения в наши пилотные проекты. Шаттлы для пожилых пациентов и еще 83 миллиона на ЭКО в репортаже Артура Шамсуддинова. Каникулы без высокого градуса. Просто напивался, да, и уже потом просыпаюсь. Новый год в разгаре. В республике ограничили продажу алкоголя в новогодние праздники. В Госдуме трезвые выходные поддержали, но не обернется ли мораторий ростом отравления от суррогата? Но тут есть палка о двух концах. Как вы с пациентами говорили, большинство пациентов ведь не пьют магазинный алкоголь. Башкирский след кремлевского визира короля. Имя первого дипломата СССР в арабских странах Карима Хакимова теперь навечно на стенах медресе Галия. Не зря же мы здесь, в Башкирии, называли его Красным Пашой, да, то есть Красный Паша, такой Кремля. Что связывает красного Пашу Карима Хакимова с публицистом Шамилем Валеевым и о чем уфимский карикатурист снимает фильм на деньги МИД России? Ну вот компани написано, да? То есть это либо англичане, либо американцы. Импортные артефакты гражданской войны. Деревня Новосаитово Ишимбайского района как исторический музей под открытым небом. Вот в этом небольшом углублении в земле находилась одна из пулеметных точек времен гражданской войны. Юлия Нигматуллина прошлась по маршруту отступления отряда Блюхера. Был, не всплыл, но куда делся, никто не видел. Вот видео с места преступления. Вот остались опоры. В Архангельском районе украли 16-метровый мост через реку. Но это в голове не укладывается, как можно было украсть мост. А вот Уфимскую мостовую решили защитить от вандалов. А эти камни, если сказать, они тут кто-то на баню взял. Дорогу признали памятником культурного наследия. В Уфе может быть построена социальная гостиница для онкобольных. Проект на стадии согласования. А вот зарплаты работникам скорой помощи повысят. Этот вопрос уже решенный с января будущего года. Уфу с рабочим визитом посетила глава Минздрава страны. Вероника Скворцова презентовали установку 7D лучевой терапии и показали новшество работы Центра медицины катастроф. Башкортостан получил положительную оценку в части реализации нацпроекта. В красной зоне остается лишь ситуация с демографией. На решение этой проблемы, а именно проведение процедур экстракорпорального оплодотворения, направят дополнительно 83 миллиона рублей. Как будто сам снова стал отцом, поделился впечатлениями от этой новости Ради Хабиров. Впрочем, обо всем по порядку. Артур Шамсуддинов. Идет расшифровка, то есть молодым специалистам очень удобно. То есть сама система позволяет предварительно расшифровать ЭКГ, но мы еще дублируем. Да, можно посмотреть. И отправляем в кардиоцентр для именно второго мнения. На подъезде к пациенту врач скорой помощи уже знает всю историю его болезни. Эльмира Абубакирова, одна из первых фельдшеров, освоивших новинку, показывает министру здравоохранения, как система работает. На экране планшета высвечивается подробная информация о вызове. Адрес, персональные данные, симптомы. А если на месте возникнут сомнения, нужна ли госпитализация пациенту, можно проконсультироваться с коллегами в режиме онлайн. Куда вписывается назначение, то, что сделано. Ну там есть карточка вызова, тут уже заполняется электронная карточка вызова, и там сохраняется информация, какая помощь была оказана бригаде. Полностью. А вот эти технологии можно без преувеличения назвать революционными. В Уфе Вероника Скворцова посетила и онкодиспансер, где ей показали работу радиологической службы. Для лечения рака уже до конца года здесь появится первая установка формата 7D для лучевой терапии. 3D гантри, 3D стол, и во времени все это. Впервые 7D лучевая терапия будет доступна в России. В год радиологическое лечение получают 5000 человек. Одна из проблем – на всех пациентов не хватает мест в стационаре. А потому прорабатывается вопрос строительства вблизи онкоцентра социальной гостиницы. Мы покупаем здание рядом с нашим автовокзалом. Люди приехали, оставили вещи. Буквально 3 квартала. Если что-то там буквально... Это на самом деле эталонный международный подход.
очень динамично. Именно так обозначила развитие республиканской медицины Вероника Скворцова. В рамках национального проекта «Демография» в Башкортостане работают так называемые медицинские шаттлы. Мобильные бригады доставляют пожилых людей в амбулатории и сельские ФАПы. Людям в отдаленных деревнях получить помощь медиков стало проще, в том числе и за счет передвижных фельдшерско-акушерских пунктов, которые показали министру здравоохранения. От обычной поликлиники эти отличаются только тем, что сами доедут до любого пациента. По уровню оснащения передвижной ФАП будет ничем не хуже, чем стационарный. Здесь также можно будет пройти первичный осмотр, сделать ЭКГ, взять анализ крови и даже пройти осмотр у акушера. Причем прием будут вести как специалисты районных клиник, так иной раз и республиканских. Вероника Скворцова передала главврачам больниц ключи от 9 передвижных ФАПов и 4 машин скорой помощи. Ради Хабиров подчеркнул, что летом мобильные комплексы будут включены в состав здравпоездов, а зимой вывозить специалистов для диспансерного наблюдения. В медицине самая главная цель, которую мы, и цифры это подтверждают, чтобы наши люди жили дольше, люди наши, чтобы жили лучше и чтобы меньше умирали. Вас благодарим, спасибо огромное. Мы будем строить ФАПы, мы будем строить поликлиники, мы будем строить суперсовременные медицинские центры. Отдельное внимание руководитель Минздрава страны уделила вопросу государственно-частного партнерства. Клиника «Мать и дитя» вписана в территориальную программу госгарантий. Пациенты здесь могут получить помощь и по ЭКО, на которое, кстати, в регионе в следующем году дополнительно направят 83 миллиона рублей. Это станет очередным шагом к решению демографической проблемы. Республика Башкортостан является всегда одной из первых из всех регионов для включения в наши пилотные проекты. Это развитие санитарной авиации, это развитие автомобильного транспорта и, конечно, это цифровые технологии. И здесь тоже очень много сделано в Республике Башкортостан. Мне очень приятно, что глава республики фактически выступает в роли министра здравоохранения. Он просто профессионально вникает во все детали. Следующим глобальным шагом станет создание единого цифрового контура, который должен быть разработан по всей стране до конца 2021 года. Благодаря электронной системе пациент, вне зависимости от региона, сможет через портал госуслуг записаться к врачу, просмотреть медкарту, заказать полис и не только. По словам Вероники Скворцовой, население должно получать качественную медпомощь и не платить за то, что входит в систему страховых гарантий. Артур Шамсудинов, Роберт Давлетбердин и Ильнур Юмагулов. Итоги недели. На оздоровительный эффект рассчитывают и от трезвых каникул. К слову, в Госдуме уже поддержали намерение властей Башкортостана ограничить продажу алкоголя в новогодние праздники. Спиртное можно будет приобрести лишь в первой половине дня. Как заявил Ради Хабиров на оперативном совещании, чтобы не шли на работу после длительных выходных опухшими. Тотальный запрет, как планировалось ранее, вводить не стали, опасаясь, что запасаться большими партиями начнут заранее. Впрочем, есть и вторая сторона – рынок суррогата, которому закон не писан. Азат Садреев о праздниках без высокого градуса. В себя немножко приходишь, смотришь, ужас. На окнах решетки, из развлечений просмотр телевизора после приема психолога. У многих пациентов наркологического диспансера раньше была семья, дети, увлечения. Но пристрастие к бутылке разделило жизнь на до и после. Валерий вспоминает, как год назад вместо праздника устроил родным настоящий кошмар. Просто напивался, да, и уже потом просыпаешься. Новый год в разгаре, детишки там гуляют, все катаются. Я в плохом состоянии лежу, мне плохо, тошнит, у меня все это валяется дома. Настроение не новогоднее, вот так вот. Но бывали запои по полгода. К новогодним каникулам готовятся заранее не только жители, но и все экстренные службы. Количество преступлений традиционно возрастает в первых числах января. Причина в чрезмерном употреблении алкоголя, без чего для некоторых праздник кажется не таким веселым. Чтобы сократить количество ЧП, как говорится, под шофе, правительство решило ограничить продажу спиртного. В магазинах горячительные напитки можно будет приобрести 1 и 2 января. 3 числа вступит в силу круглосуточный запрет. 4, 5 и 6 купить алкоголь можно будет с 10 утра до 2 часов дня, с 7 января в обычном режиме. Если мы говорим про общество в целом, то такие меры ограничений, конечно же, имеют высокую ценность, и, скорее всего, они покажут свою действительность. Но для этого, опять-таки, для оценки нужен некоторый период. Но тут есть палка о двух концах. Как вы с пациентами говорили, большинство пациентов ведь не пьют магазинный алкоголь.
пользователи соцсетей считают, что если человек захочет выпить, то обязательно найдет, что употребить. Вопрос, какого качества будет этот алкоголь? Горбачев сухой закон выдумал. И что из этого? Народ как пил, так и будет пить. Подход нужен другой. Доступность спорта, например. После таких запретов люди наберут до Нового года, в новогоднюю ночь все выжрут, на следующий день похмелиться не найдут и помрут. Сердце не выдержит похмелья. Предполагая такое развитие событий, продажу алкоголя лишь ограничат, а полный запрет будет действовать только один день. Магазины готовы предложить покупателям другие напитки. Будем стараться в эти дни расширять ассортимент продукции, в том числе и безалкогольных, различных напитков, и кумысов, и молочной продукции. Привлечем наш любимый продукт Башкортостана, пополним ряды той продукции, которая будет пользоваться спросом. Очевидно, что ограничительные меры вводят для того, чтобы уменьшить количество правонарушений в состоянии алкогольного опьянения. Последствия от них весьма серьезные. ДТП, в том числе со смертельным исходом, бытовые конфликты, пожары. Кстати, в определенные дни ЧП стали происходить гораздо реже. Практика запрета продажи спиртных напитков в дни Сабантуя 1 сентября и в День молодежи дала положительный эффект. Очевидно всем, что только законодательными мерами мы не сможем приостановить, но тем не менее, когда мы комплексно действуем и ограничения закона, и вводим различные мероприятия на уровне городов, муниципальных образований, то есть создаем альтернативу для людей на 10 дней, я думаю, это даст хороший результат. В Госдуме поддержали намерение властей Башкортостана ограничить продажу алкоголя в новогодние праздники. И это не противоречит федеральному закону. В России право регулировать время продажи алкоголя отдано самим субъектам. Правда, пока остальные регионы лишь наблюдают и ждут, как пройдут трезвые каникулы в нашей республике. Азат Садреев, Айгуль Хатыпова и Роберт Давлетбердин. Итоги недели. Ради Хабиров распорядился проработать вопрос с землей под строительство комплекса по глубокой переработке зерна. Он будет возведен в Стерлитамакском районе и сможет принимать до 1 миллиона тонн зерна в год. Предприятие будет производить лимонную кислоту, глютен, а также биоэтанол для химической промышленности и белковые корма для животных. Вопрос строительства нового завода обсуждали на инвестиционном часе. Объем вложений в проект оценивается в 63 миллиарда рублей. Впрочем, инвесторы ростовской компании утверждают, что проект быстро окупится. Для наглядности, с каждых 10 рублей за зерно на выходе за готовую продукцию можно будет получить около 30. А за 12 лет в бюджет будет отчислено почти 14 миллиардов рублей налогов. Добавлю, ранее, а именно на Золотой осени в Москве, завод по глубокой переработке зерна в Стерлитамакском районе был презентован премьер-министру страны Дмитрию Медведеву. Более детально проект будущего предприятия, а также сроки станут известны на экономическом форуме в Сочи, который пройдет уже в будущем году. Диалог, а не язык, оружие и насилие. Уфа на неделе стала центральной площадкой для обсуждения взаимоотношений России и международного мусульманского сообщества. В столице Башкортостана на этой неделе прошел форум «Россия. Исламский мир». Участники встречи, среди которых и делегаты из стран Ближнего Востока, говорили не только о межконфессиональном согласии, но и об экономическом сотрудничестве. С итогами форума ознакомит Руслан Батыргариев. Это полностью разобранный Коран и собранный воедино. Здесь и лист Корана, выполненный из кожи газели времен первых крестовых походов, и личный экземпляр священного писания полководца Надир-Шаха. Эти ценные для мусульман книги были изданы в разных странах. Участников исламского форума знакомят с экспонатами уфимских коллекционеров. Очень важно, что именно Российская Федерация на своей территории проводит такое важное мероприятие с участием представителей различных стран. И, конечно же, очень важно, что языком современности между представителями разных национальностей и конфессий является диалог, а не язык оружия и насилия. Именно межконфессиональному согласию было посвящено первое рабочее заседание группы стратегического видения Организации исламского сотрудничества. В здании Конгресс-холла немало делегатов из стран Ближнего Востока и Персидского залива. И практически все они едины во мнении. В исламском мире и на Ближнем Востоке растет востребованность в российском присутствии. Мы обсуждали вопросы совместного сотрудничества, что, несомненно, должно принести пользу обеим странам. Тем более, что у нас есть очень
очень много схожего. Очень радует, что в России и вашей республике в мире и согласии живут представители разных вероисповеданий, так же, как и в Бахрейне. От межконфессиональных и межнациональных вопросов к экономическим. На форуме говорили и о необходимости развития исламского банкинга. В российских регионах с большой долей мусульманского населения будут предлагаться специальные финансовые инструменты. Исламское финансирование основывается на принципах шариата. Отличительной чертой является запрет на взимание любых процентов по кредитам. Сегодня главная задача России и исламский мир – показать вот такую республику, мощную, перспективную, как Башкортостан. Вот это прекрасная возможность в рамках группы. Исламский мир – это огромный экономический потенциал, огромные рынки. В современном конкурентном мире, когда мы объединяемся, мы становимся еще сильнее. И я очень признателен сегодня Рустему Нургалиевичу и группе «Стратегическое видение России и исламский мир», что местом проведения выбрали город Уфу, Башкортостан. Для нас это большая честь, это возможность в том числе заявить о себе и поучаствовать в больших интеграционных процессах, которые происходят в исламском мире. Для инвесторов в Башкортостане уже созданы комфортные условия, а республике есть что предложить на экспорт. Наладить деловые контакты с исламскими государствами как раз-таки помогут подобные встречи. Но пока главным вопросом остается противодействие терроризму и межрелигиозным разногласиям. Опять же здесь, странам Ближнего Востока, без опыта России не обойтись. При всех противоречиях нашей истории мы обеспечили сожительство наших народов и религий в едином государстве. И самый главный результат – это то, что каждый из нас, независимо от национальной или религиозной принадлежности, мы чувствуем себя полноправными гражданами Российской Федерации. Башкортостан, Татарстан уже почти что 500 лет в составе российского государства и единой страны. 193 народа, столько же, сколько в Организации Объединенных Наций. Никогда за эти века не было никаких противостояний на религиозной почве. «Опережайте друг друга в добрых делах». Эта цитата из Корана неоднократно звучала во время диалога представителей России и исламского мира. Традиция таких встреч будет продолжена. После Уфы следующее заседание группы стратегического видения пройдет в Джидде. Приглашение из королевства Саудовская Аравия уже получено. Руслан Батыргареев, Артур Ханов, Роберт Давлетбердин и Виктор Меренков. Итоги недели. Уфа. Одним из ключевых событий форума стало открытие мемориальной доски Карима Хакимова. Это тот самый человек, который сделал непомерно много для налаживания тесных дипломатических связей между Советским Союзом и арабо-персидским миром. Дипломаты настолько ценили в мусульманском мире, что после его ухода со своего поста были прекращены любые контакты с СССР. В настоящее время на волне нового интереса к личности Карима Хакимова в Уфе готовится фильм и книга о нем на основе ставших доступными документов из британских архивов. И вот что выясняется, среди наших коллег-журналистов есть его прямые потомки. Это небезызвестный Шамиль Валеев. А вот продюсером фильма станет художник-карикатурист Камиль Бузыкаев. Неразгаданных загадок вокруг личности Хакимова, вероятно, еще много. Вот она, история сквозь поколения. Открывается мемориальная доска первому дипломату Советского Союза в Саудовской Аравии. Сейчас это Российский исламский университет, но в начале 20 века здесь располагалась медресе Галия, выпускниками которого стали известные государственные деятели, и в том числе Карим Хакимов. Памятная плита на 4 языках. И это не случайно. Посол владел русским, башкирским, английским и арабским. Я, во-первых, бесконечно благодарна, что дело продолжается. Я с детства в душе этот образ, он завораживает. Завораживает не как родственницу, а все, кто соприкоснулись с этой темой, они не отходят и хотят изучать этот образ. Карим Хакимов – уроженец деревни Дюсяново Бишбулякского района Башкортостана. Весь мир до сих пор гадает, как ему удалось стать личным другом королевской семьи, основателя правящей и ныне династии в Саудовской Аравии Абдель-Азиза ибн Сауда. По данным историков, в качестве генконсула СССР Хакимов первым объявил о признании нового государства на Ближнем Востоке. Ось геополитики, одна из мощных осей геополитики сейчас проходит между Риядом, Джиддой, Москвой и, получается, Уфой. Потому что отношения нашей страны с Саудовской Аравией, с арабским миром имеют ключевое значение как для геополитики в целом, как положение России в мире, так и для
жизни на уровне каждого из нас. Всей России секреты биографии Карима Хакимова осенью этого года раскрыл известный тележурналист и историк Сергей Брилев. Он посетил музей Красного Паши в башкирской деревне Дюсяново. Здесь хоть и проживает всего 400 человек, но к истории относятся бережно и сумели сохранить множество личных вещей. Большой репортаж показали накануне первого за последние 12 лет визита российского лидера Владимира Путина в Саудовскую Аравию, где до сих пор помнят Карима Хакимова. Возможно, это и слишком смелое предположение, но вот если сейчас отношения России с Саудовской Аравией получат новое продолжение, то целое паломничество у саудитов должно начаться не просто в Башкортостан, а вот сюда, в Бешбулякский район, в деревню Дюсян. И вот в этот конкретный дом. Давайте посмотрим, что там внутри. А это что у вас тут еще? Здесь земля из братской могилы, где похоронен Карим Хакимов. Это редкие кадры советского времени, где запечатлен Карим Хакимов. Только в его сопровождении согласился направиться в Кремль принц Фейсал бин Абдель-Азиз. Однако дружбу между СССР и Саудовской Аравией уничтожили сталинские репрессии. Внезапный отзыв Карима Хакимова в Москву стал предвестником репрессий и расстрела. После этого Саудовская Аравия на десятилетия отвернулась от Советов в сторону Запада. То предложение, которое он сделал Саудовскому королевству в то время, это, в общем-то, оказалось для них очень приемлемым, да, то есть он сумел объяснить им это дело, и фактически вот он стал таким, не зря же его мы здесь в Башкирии называли его Красным Пашой, да, то есть Красный Паша, такой Кремля, который фактически обеспечивает интересы не только советского государства на Ближнем Востоке, но в первую очередь тогда это было выгодно, наверное, и самим арабским государствам. Саудовская Аравия, мы же знаем, она так и не попала под британский мандат, в отличие, допустим, от Сирии там, и Палестины. «Красный Паша» – так назвали спектакль в честь Карима Хакимова в Башдрамтеатре. Постановку включили в репертуар в 1982-м, но в 90-м исключили. Актер Ахтям Абушахманов говорит, что несмотря на масштаб личности, посол был простым в общении и одновременно широкой душой. Его настолько впечатлил Карим Хакимов, что он затем встретился с его супругой Хадичой, чтобы она рассказала о своем муже. Вот такой пример рассказывала жена Хадис Апай. Он говорит, идет учиться, говорит, в Кремль, стоим, разговариваем, проходит, говорит, один мужик, спрашивает: Карим, кто это такой? Моя жена. Из какой сословия? Пролетарка. А она почему не заходит в Кремль? У нее пропуска нету. Хорошо, я коменданту скажу, выпишет пропуск. Ага. Заходит. Я, говорит, спрашиваю: Карим, кто это был? Ты себя пролетаркой называешь? Даже Ленина не знаешь. О Кариме Хакимове в 2020 году снимут еще один документальный фильм для показа в кинотеатрах по всей России. В ленте будут использованы рассекреченные архивы Великобритании, которые переданы в Башкортостан. Известно, что длительность картины составит 89 минут. Финансирование обеспечило Министерство иностранных дел России, и по замыслу авторов этот документальный фильм станет первым, который попадет в широкий прокат. Мы возвращаем из небытия такую гигантскую личность в советской дипломатии, сына башкирской земли Карима Хакимова. Это очень волнительный момент. Влияние Хакимова на мировые процессы, которые ныне происходят, невозможно переоценить. Курительная трубка, шкатулка, платок супруги Хадичи, которая была вынуждена около 10 лет провести в лагере жен изменников Родины. Личные вещи семьи Карима Хакимова на неделе представили в Уфе, чтобы прикоснуться к истории могло больше посетителей. Сменились эпохи, но имя Карима Хакимова навсегда в российско-арабской истории. Прописные истины, настоящее и будущее определяют корни из прошлого. Екатерина Тимиряева, Рамзия Каримова-Байбулатова, Артур Ханов, Виктор Миренков. Итоги недели. Таратау может стать вторым парком со статусом глобального. В Салаватском районе на базе санатория Янгантау прошел международный семинар, на котором эксперты подняли эту тему. Янгантау, как геопарк, который имеет статус ЮНЕСКО, пока единственный в России. Представители 18 зарубежных стран обсудили этот уникальный опыт создания в Салаватском районе особо охраняемой зоны. Ведь заявка была одобрена в рекордные для такого рода процедур сроки – чуть больше года. Это вот брахиопод. Он жил 280 миллионов лет тому назад.
Раковины древних моллюсков и останки растений. Геологический разрез Мечетлино по камням расскажет о 10 миллионах лет истории развития Земли. На этом месте в то время был океан, и только начиналось формирование Уральских гор. Уникальный природный объект претендует на статус «золотого гвоздя». В таком компактном месте эти 15 слоев так четко, внятно представлены теми видами флоры и фауны, которые жили на Земле в то время, 280 миллионов лет тому назад. Прекрасно сохранились. Все это наглядно, показательно и привлекает большой интерес для любителей геологии. Помимо разреза, на территории геопарка Янгантау есть еще 20 геологических объектов. Сама гора, где поднимаются лечебные пары, и стоит одноименный санаторий – источник Кургазак. Геопарк в Салаватском районе первый и пока единственный проект в Российской Федерации, попавший в глобальную сеть ЮНЕСКо. Предстоят формальности, но в целом вопрос решенный. Мы хотели дать посыл всем геопаркам и нашей страны, и стран СНГ идти по этому пути, тем более на Всемирном совете, когда нас принимали, опыт и модель нашего геопарка было представлено или предложено как одной из моделей, которую взять за пример во всем мире. Эксперты, помогавшие республике создавать геопарк Янгантау, а это представители из 21 страны, среди которых Великобритания, Ирландия, Норвегия, в течение 5 дней обсуждали опыт создания особо охраняемой зоны по сути с нуля. Причем заявка на международный статус была одобрена в рекордные сроки – 1,5 года. Особо отмечу работу, проделанную руководством республики Янгантау за 2-3 года. Уникально, что заявка и номинационное досье геопарка принято экспертами с первого раза. Большинству претендентов на это требуется около 5 лет. Коллекции национальной одежды ручной работы Гульдар Шабиева планирует произвести впечатление на иностранцев. Последние, в свою очередь, оценивают местную культуру не только из-за интереса, но и как одно из направлений развития геопарка. Как раскрутить бизнес, умелица уже придумала. Я в дальнейшем думаю, вот все это, комплект уже, мужской комплекс дособираю уже, и детский потом соберу, и фотосессию можно сделать, фотозону устроить. Собираемся вместе, коллегами, друзьями тут этнодеревню создать, там юрту тоже, и тоже интересно. Специалисты, что называется, не отходя от кассы, обсудили на семинаре возможности еще одного уникального уголка республики. Можно сказать, что дышит в спину Янгантау второй геопарк Таратау, над созданием и развитием которого сейчас ведется работа в регионе. При этом уже сейчас можно с уверенностью отметить, что Таратау будут готовить к продвижению глобальную сеть геопарков ЮНЕСКо. Потенциал есть большой, конечно. Теперь нужно просто это все организовать и работать в этом направлении. Там очень много редких животных и растений. Есть и, конечно, исторический фактор, тоже имеет большую роль. Мы узнали, что вот эти шиханы имеют очень большую историческую ценность. Уже на следующий год специалисты, работающие над созданием геопарка, готовы представить отчеты по природному, историко-культурному наследию Таратау. В республике создан Центр науки, просвещения, экологии, культуры и туризма геопарк Таратау. Мы надеемся через год подать номинационное досье в глобальную сеть геопарков ЮНЕСКо с тем, чтобы нас приняли и мы получили соответствующий статус. Этот статус позволяет развивать партнерскую сеть между всеми геопарками, между природным, культурным, историческим наследием со всего мира, поддерживать статус геопарка и, главное, развивать регион. На сегодня в глобальную сеть геопарков входит 147 объектов в 41 стране мира. Эти музеи под открытым небом, по сути, созданы самой природой. Статус ЮНЕСКо – своеобразный гарант сохранения истории. И, как итог, выход региона на международную арену. Динара Таймасханова, Ильнур Ямагулов, Владимир Шевчук. Итоги недели. Булыжную мостовую в Уфе признали памятником культурного наследия. Речь об улице Трактовой, близ телецентра. Протяженностью она около 350 метров. Мостовая выполнена из природного камня, сбитого между собой, является памятником XVIII века. По одной из версий, она была выложена к приезду в Уфу императора Александра I. Ранее местные жители просили власти города заменить покрытие данной мостовой, поскольку, по их словам, оно неудобно в эксплуатации, скользко и небезопасно. При этом жаловались как пешеходы, так и автомобилисты, требуя замуровать историю в асфальт. Отныне менять облик мостовой, ее параметры и даже складировать на ней мусор строго запрещается. Отмечу, что были случаи, когда предприимчивые горожане мостовую пытались разобрать. И все для чего? Нужны были камни для бани.
Что ж удивляться, на неделе в Архангельском районе произошел случай дебютный в сыскном деле. Бесследно пропал целый мост. Кто, куда и когда вывез, неизвестно. Как и то, как могли украсть конструкцию, незаметно. О загадочной пропаже Лилия Курбанова. Вот видео с места преступления. Вот остались опоры, вот 2 контейнера, вот такая высота стоял мост, вот этот пролет ажурный. Крымский мост украли. Только преступление произошло не на полуострове, а в Архангельском районе Башкортостана. Переправу через реку Кургашлы возводили, когда велось строительство Крымского моста. Вот местные жители и дали ему одноименное название. 16-метровую конструкцию поставил за свои деньги, а это более 100 тысяч рублей, местный предприниматель. Теперь на память остались лишь фотографии и видео. Переправу увезли в неизвестном направлении. Но это в голове не укладывается, как можно было украсть мост. Потому что, все что угодно можно было подумать, но что украсть мост, это у людей, которые востребованы, которые пользуются, украсть мост и закрыть дорогу к роднику. Но это вообще немыслимо. Участок земли бизнесмен арендует у Минлесхоза для ведения рыбного хозяйства. Случайно обнаружив родник на другом берегу реки, мужчина облагородил его. У источника стали останавливаться туристы. Жители из соседней деревни раз в неделю приезжали набирать питьевую воду домой. Чай и для питья чистая вода. У нас есть колодцы вода, но она с накипью и, невкусная вода. Поэтому брали с родника. По-другому сейчас к роднику пробраться невозможно? Нет. Обнаружившие пропажу сначала подумали, что мост на другое место передвинул предприниматель. Сам Вадим Зайцев предполагает, что разобранную конструкцию вывезли на большегрузе. Зацепили, вытащили, приподняли краном. Здесь вытащили, разобрали и погрузили, увезли. А откуда вы знаете, что разобрали? Потому что он длинный, в 16 метров, ни на какой машине не увезешь. А следов от распила здесь нет. Путь к источнику сейчас закрыт. Уровень воды поднялся, вброд опасно, а лед еще тонкий. Мужчина сообщил о пропаже в правоохранительные органы. В отделении ВД России по Архангельскому району поступило заявление от директора одного из частных предприятий о краже металлического моста в районе реки Кургаш. В настоящее время данное заявление зарегистрировано. Сотрудники полиции района устанавливают обстоятельства данного происшествия, по результатам которых будет принято процессуальное решение. Предприниматель надеется, что мост найдут. 16-метровую конструкцию вряд ли можно назвать иголкой в стоге сена. Вот только кто и зачем украл? На металлолом невыгодно, уверен бизнесмен. Весила переправа меньше тонны, а если еще и вычесть стоимость аренды крана и большегруза, то преступление совсем не имеет амбиций. Лилия Курбанова, Динара Таймасханова, Вадим Исламов, Эдуард Хисматуллин. Новости, Архангельский район. Ну а теперь о находках. Снаряды импортного производства обнаружили в лесу жители Ишимбайского района. Как выяснилось, это не что иное, как артефакты времен гражданской войны. По словам историков, в деревне Новосаитово, где местные жители регулярно находят свидетельства ожесточенных боев, оказалось на пути знаменитого рейда Блюхера. Все подробности в репортаже Юлии Нигматуллиной. Компани написано, да? То есть это либо англичане, либо американцы. Этот снаряд с английской маркировкой взорвался больше 100 лет назад. Металл не врет. Год выпуска 1916. Такими боеприпасами из артиллерийских орудий полили в годы гражданской войны. Артефакты этих времен находят в местном лесу, а порой и у себя в огороде жители деревни Новосаитово Ишимбайского района. Это у нас штык-нож от трехлинейки. Находят винтовки, револьверы, патроны разного калибра. Местный житель Ришат Вахитов показывает места, где были вырыты окопы. Вспоминает, как еще ребенком с друзьями бегал по ним и собирал гильзы от пулеметов. Вот в этом небольшом углублении в земле находилась одна из пулеметных точек времен гражданской войны. Здесь местные жители находили большое количество пустых гильз. Отсюда с горы хорошо был виден и простреливался мост, по которому шло движение всех военных формирований. Когда войска Блюхера по этой дороге отступили, прошли через мост, и отряд Муса Муртазина их преследовали. Они прошли через наши деревни. Дал команду Блюхер поджечь нашу деревню.
Как подтверждают историки, деревня Новосаитово действительно оказалась на пути известного рейда Блюхера. В 1919 году здесь, на Урале и в Зауралье, ему оказал сопротивление первый кавалерийский полк башкирского корпуса, возглавляемый Мусой Муртазиным. Однако, по словам специалистов, для горной местности боевые действия были не характерны. Сегодня они мало исследованы. Эти находки очень заинтересовали ученых. Все, что было рядом с Стерлитамаком и Уфой, это, в общем, обычное дело. Но то, что это обнаружено у вас в Ишимбайском и Бурзянском районе, это очень интересно и не исследовано. Это действительно довольно редкая находка, потому что боевые действия в таких условиях проводить крайне сложно. И поэтому, безусловно, вот эти артефакты хотелось бы изучить более подробно. По рассказам местных старожилов, близ деревни располагался склад с боеприпасами, который в ходе столкновений был взорван. На территории Урала и Поволжья были сформированы склады и амуниции, и оружия. И поэтому, когда эти склады стали попадать в руки белых, красных, там, антибольшевистских сил других, да, то понятно, что очень быстро вооружение шло. Вот. Плюс к этому, когда помогали уже антибольшевистским силам и англичане, и американцы, то огромное количество вот этих вот импортных боеприпасов через интервенцию оно попадало, безусловно. Тем более у нас были белые чехи были, как их называли, да. Кроме военных артефактов, жители деревни находят и различные бытовые предметы, например, такие фигурные коньки. Назывались они «Снегурочка» и активно использовались с середины 19 до середины 20 века. Привязывались ремешками или веревками прямо к обуви. Это металл, чугун. Среди находок также фрагмент чугунной плиты с обрывками надписей, прочитать которые пока не удалось. Это предположительно часть вывески бакалейной лавки, которая работала в деревне до революции. Сейчас жители Новосаитова надеются, что в населенном пункте будет открыт Дом культуры, где и планируется разместить все найденные артефакты. Юлия Нигматуллина, Булат Садриев, Станислав Птица. Итоги недели. А теперь о новостях короткой строкой, без которых картина недели была бы неполной. В России ввели преференции для жителей села. Они смогут обращаться в банки за льготными кредитами для благоустройства своих домов. Правительство будет субсидировать процентные ставки, чтобы для деревенских жителей они не превышали 5%. Уже с 1 января граждане смогут обратиться в уполномоченные банки за суды для проведения в дом электро-, водо-, газоснабжения, канализации или отопления, а также для ремонта жилья по договорам подряда. Тут есть ограничения. Для большинства регионов максимальная сумма кредита, как говорится, в одни руки составит 250 тысяч рублей. Министерство обороны опубликовало видео запуска межконтинентальной баллистической ракеты «Тополь» с полигона Капустин-Яр. Яркая вспышка от ракеты переполошила многих жителей страны, в числе которых оказались и жители нашей республики. Военные рассказали, что они запустили ракету из Астраханской области. При этом очевидцы заметили в небе необычное свечение. На кадрах объект с широким ореолом и хвостом, который медленно движется по ночному небу, а затем исчезает во тьме. Так что объект опознан, о вторжении инопланетных существ, как предположили многие, речь не идет. А вот бесплатный хлеб – это вполне реально. В Салавате появились агенты добрых дел. Молодые люди загрузили полную машину свежих буханок хлеба, купленных в пекарне, и безвозмездно раздавали его жителям города. По словам активистов, они хотят показать пример другим, что любой может сделать доброе дело. Однако, в отличие от других крупных городов России, где подобные флешмобы проходят регулярно, салаватцы встретили акцию с неким подозрением. Все же к такой щедрости наши люди не привыкли. Хотя уже свыклись с мыслью, что можно вынести из банка миллионы рублей. Обвиняемая в краже 20 миллионов рублей кассир Россельхозбанка в Салавате встретит Новый год в СИЗО. Орджоникидзевский районный суд продлил содержание Луизы Хайруллиной в следственном изоляторе до 29 января 2020 года, а домашний арест ее супруга до 27 января. Ранее стало известно, что мать двоих детей признала вину и начала сотрудничать со следствием. В Уфе обновляют пешеходные переходы, их оборудуют светодиодной подсветкой, датчиками движения и лампами с направленным освещением. Первый такой появился на улице Рабкоров. Светодиоды и лампы загораются при приближении пешеходов к проезжей части. Красная неоновая подсветка привлекает внимание водителей, а благодаря новым светильникам улучшается видимость перехода и самого пешехода. Предполагается, что впредь таким же образом будут модернизированы пешеходные переходы самых оживленных улиц столицы и не только. Группа ДДТ выступит в Уфе на стадионе. Это произойдет следующим летом в рамках юбилейного тура по стране. О предстоящих гастролях коллектив объявил на своем сайте. По словам музыкантов, тур начнется в марте. Они выступят с новой программой в десятках городов России. Среди них заявлен стадионный концерт в июне в Уфе.
Точная дата и площадка пока неизвестны. Напомню, лидер группы ДДТ Юрий Шевчук выступит в республике под занавес этого года. 5, 7 и 9 декабря запланированы акустические концерты в Уфе и в Стерлитамаке. Между тем, 31 декабря в этом году все же будет рабочим днем. В Минтруда России пояснили, что решение о выходных и праздничных днях приняли еще в октябре, поэтому инициатива об отдыхе 31 числа не получила поддержки. Речь идет о внесении в Госдуму законопроекта о дополнительном выходном в канун Нового года. Таким образом, во вторник, 31 декабря, можно будет уйти с работы лишь на час раньше. А первый рабочий день в новом году наступит 9 января. Ну и в продолжении темы 750 киловатт света от итальянцев на Новый год. После Парижа, Стамбула, Москвы и Казани очередь дошла до столицы нашей республики. Уфу украсят иллюминационными проектами известного итальянского архитектора света Валерия Фести. Как это будет выглядеть, на своих страницах в соцсетях показал Ради Хабиров, разместив фото дизайн-проектов. Накануне зарубежные специалисты приступили к монтажу светового оборудования на площади имени Ленина. Здесь предусмотрена установка 3 арок в виде больших праздничных шаров, инсталляции карета, а также объемных фигур в виде снежинок и оленей. В общей сложности итальянцы украсят иллюминациями 4 площадки в Уфе и 1 в Стерлитамаке. Эти формы – это часть очень древней итальянской традиции со времен барокко. Только здесь будут применены современные технологии с использованием светодиодных лампочек последнего поколения. Впервые центральные площади 9 городов республики украсят искусственные ели, поверхность которых покрыта светодиодами, создающими изображения. А на площади имени Салавата Юлаева перед Конгресс-холлом установят самую высокую в республике 32-метровую пиксельную ель. Кстати, в этом году главный символ Нового года – зеленая красавица за долгие годы отсутствия вернулась и на Советскую площадь. Ну а теперь к новостям спорта. 8-кратная паралимпийская чемпионка по плаванию Оксана Савченко уволена с поста директора спортшколы Паралимпийского резерва. Ей выдано уведомление, подписанное руководством регионального Минспорта. Продлевать контракт с ней отказались. На эту тему Савченко высказалась в социальных сетях, назвав ситуацию унижением и, цитата, «попыткой некоторых переобуться». Знаете, я хочу выразить свое мнение по этому поводу. Если человек устраивает, любой работник, если устраивает, то с ним не будут вот так вот делать конкурсы какие-то. С ним просто продляют контракт, работай дальше, давай, молодец, мы тебе поможем. Они вручают уведомления и говорят, иди, давай, поучаствуй в конкурсе, может быть, ты выиграешь. Это позорище и унижение. Нам удалось связаться с министром молодежной политики и спорта Башкортостана, правда, по телефону. И вот как прокомментировал эту ситуацию сам Руслан Хабибов. Оксане Владимировне было выдано уведомление об истечении срока действия трудового договора. Оксане Владимировне также было предложено временно исполнять обязанности директора этого учреждения до проведения конкурса на замещение должности директора учреждения, а также принять участие в конкурсе, который будет проводиться в соответствии с действующим законодательством. Конкурс на замещение должности директора данного спортивного учреждения будет объявлен в ближайшие дни. Победитель, успешно прошедший конкурсные испытания, будет назначен директором спортивной адаптивной школы. Вот такой выдалась уходящая неделя. Сразу после итогов смотрите специальный репортаж Анастасии Ильчебаевой. О чем? Вот вы сейчас и сами увидите. Оставайтесь на канале БСТ. Спасибо, что были с нами.